На сайте Татполит вышла интересная статья, в которой приводятся слова французского философа Шарля Монтескье, в частности то, что он писал в 1720 году. «Из всех народов мира, — говорит он, — ни один не превзошел татар славою и величием завоеваний. Татары — это народ, настоящий повелитель вселенной. Все другие народы как будто созданы, чтобы служить ему. Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола. Они владыки Персии, они восседают на троне Кирай-Гистаспа, они покорили Московию. Под именем турок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над 3 частями света». Всю статью можно почитать, перейдя по ссылке ниже в описании к этому видеоролику. Стартовал международный литературный конкурс «Мы из Тартарии», организованный изданием «Миллиард татар», который посвящен популяризации истории и культуры татарского народа и Татарстана. Название конкурса не могло остаться незамеченным, и ожидаемо прозвучал вопрос: а что такое Тартария? Член жюри конкурса, литературный критик и консультант Союза писателей Татарстана Галина Зайнуллина пояснила, цитата: «Считалось, что это было процветающее государство, где в содружестве жили самые разные народы. И негативного смысла это понятие не несет, более того, это понятие очень позитивное, которое объединяет всю нашу цветущую сложность на этом пространстве», — сказала она. Председатель Всетатарского общественного центра и член правительства независимого Татарстана Фарид Закиев провел одиночный пикет и открыто заявил о своей позиции. 21 марта 1992 года на референдуме о государственном статусе Татарстана был задан вопрос: согласны ли вы, что Татарстан – суверенное государство, субъект международного права? На этот вопрос 61% татарстанцев ответили «да». К сожалению, это великое достижение было уничтожено президентом Шаймиевым и тогдашним Госсоветом. А в 2002 году наше государство было уничтожено полностью. То есть статья 1 Конституции была изменена. Вместо слов «субъект международного права» появились слова «субъект Российской Федерации». Все это произошло как раз из-за преступной политики Шаймиева и тогдашнего Госсовета. В Турции пройдут президентские и парламентские выборы, и один из татарских пабликов в интернете задается вопросом, сколько будет татарских кандидатов в депутаты и будут ли они вообще. При этом добавляют, что по неофициальной статистике в Турции может жить до 10 миллионов татар. В Минске проходит международная конференция «Татары Республики Беларусь». С докладами выступают представители академических институтов, вузов, краеведы и учителя, музейные работники, общественные деятели и представители религиозных организаций и СМИ. Татары Челябинской области высказали мнение, что, несмотря на большую русскую ассимиляцию, татары сохраняют свою идентичность и татарский дух. Строили Магнитку, местный металлургический комбинат, когда-то всем Советским Союзом. Называли официально комсомольско-молодежной стройкой, но оставшиеся здесь 30-х годов прошлого века говорят, что не столько комсомольцы, потому здесь 2 монумента строителям города. Строительство Магнитогорска, города и завода, большую роль играл подневольный труд. И в этом подневольном труде массово были задействованы татары. На основе книг, которые напечатаны, работы наших историков, мы выяснили, татары – это первостроители нашего города. Они раскулачены в 29-30 году с мощными генами. Это бывшие предприниматели, религиозные деятели, чиновники, писатели. Когда люди начинают ощущать, что они автохтонны, что они здесь коренные, что их деды, прадеды, как в Древнем Риме, строили этот город, это вселяет в них гордость. Я 27 лет работаю. Вначале
Мы все мероприятия проводили только на татарском языке, и городской сабантуй, и наши мероприятия. А вот теперь мы на двух языках, и на русском, и на татарском проводим. Ассимиляция очень сильно чувствую я. Но это не значит, что если ребенок не владеет татарским языком, он не татарин. Когда шла перепись населения в стране, мы записали своих собственных детей как родной язык русский. Национальность татарин. Русскоязычные татары, но у них очень крепок татарский дух. Татарруха аларда, биккишле. Если мы вместе, мы мощь. Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова рассказала, что на Гайбаке своим родным языком в переписи указали татарский. Помните, как складывались вопросы, как были сформированы вопросы по владению языком? Гайбаков 3500 указали в переписи своим родным языком татарский. В Тюменской области прошел семинар учителей родного языка, где звучали вопросы о том, как татарам сохранить свой родной язык. Бүгенге көндә бөтен татар укытучыларын борчып торган бер сорау бар. Ничек соң безгә туган телебезне, татар телебезне саклап калырга? Без бүген Түбән Тәүде районы татар теле укытучылары белән шул сорауга җавап эзләп карадык. Безнең Киндерле мәктәбе 20-нче гасырның башында беренче мәктәп оештырылган Киндерле авылында. Ул вакытта мәдрәсәдә укытканнар, балаларны инде муллалар укыткан. Бүгенге көндә 2023 елда инде без менә шундый матур, биек, якты мәктәптә укып торабыз. Постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин в недавнем интервью напомнил, что татар Санкт-Петербурга нельзя называть диаспорой, так как татары строили этот город и живут здесь с момента основания как коренные жители. Также он обратил внимание на соборную мечеть, которую называют татарской, потому что есть понимание, что ее построили татары, сказал он. Это все на сегодня, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных новостей татарского мира. Если хотите увидеть какую-то новость в следующем выпуске, то обязательно напишите нам в редакцию.